А теперь сядьте. Займемся арифметикой. Предположим, что у вас есть 2 яблока. Врете, ни одного. Ну, предположим, что у вас есть 2 яблока. Некто взял у вас одно из этих яблок. Сколько яблок у вас осталось? 2. Ну почему же 2? Подумайте лучше. 2. Почему? Но я же не позволю какому-то некто забрать у меня яблоки, хоть он дерись. Ладно, тогда займемся литературой. Может, вы прочитаете мне стих какого-нибудь любимого поэта? О, вы любите розы, а я Журавлев. На сцене запорожский поэт Анатолий Журавлев. Я прошу громко поаплодировать этому человеку, потому что он этого заслуживает. Здравствуйте. Микрофон, спасение. Также скулишь во мне ты, а я выгрызаю снов хотя бы ремарок, ведь всех твоих нелепых ответов было всегда катастрофически мало. Улица пропахшая, это был каждый, с улыбкой выплевывает мой стих, это я в них, пережеванный кашлем, обескураженно цепляясь под дых. И порт остался обманщиком. Ты помнишь, как он был мил? Я тоже про это помню, и поэтому последние сутки пил. Тебе это не нравится, но пойми хоть раз. Тем более сегодня я полностью трезв. Именно поэтому со своего Олимпа слазь и переставай верить себе наотрез. Верь мне, опять же, хоть раз. Ведь я не увлекаюсь этим имиджем. Если ты не вытащишь меня из кодла, то я захлебнусь строчками своими же. Иногда утро ударом в голову встречает, скалится изумительно в ожидании. Одни теперь все словно стали отчаянные и проходят как-то по тараканье. В беспокойстве бегают и суетливы, то в комнатах, то в маршрутках дергаются. Кратковременные моих эмоций отливы нецелостны, как мир, прошедший через терку в блюдце. Единственное, что хоть как-то спасает, это твое лицо, прикрепленное к каждой туче. Ведь ты меня словами бросая, приручила к своему неумолимому титулу Дуччи. Спасибо. Если бы мне было известно, как провалится 20-го кадык мой, я вытащил бы как минимум из вен 100 тебе любови, заковал бы их парадигмой. Может, наконец-то поймешь теперь ты вечно про точки в стихах говорил я. Пойми, что и монахи Дипета не выдержали муки, в которой ты меня сварила. После 17-го выбило пробки не только в мозгу, также сердце было обесточено. Но теперь знай и верь, я могу стать в уровень всем твоим очень. И ночи сейчас все со мной. Смотрись в окно получше просто. Видишь черные руки, зовущие ко мне домой. Это мы так с ночью скучаем по твоим чувствам и росту. Рассвет выплевывал на улицу людей. Торжество банальной суматохи. Но сегодня, не как в любой другой день, казалось, что все особенно плохо. Вороны, собравшись черным холстом, будто бы ненавидели окружающие вещи. По телевизору говорили про то, что кто-то кого-то повесил. Повседневность пыталась прорваться в комнату. Время словно стало нагретым новым. Ты сонная вздернулась на груди, заполни с собой помещение. И не нужно тут ни одного больше слова. Якобы возрастные колебания эти, от злости к усталости, от размышления к бездействию или же действию, и наоборот, лишь жалкая пародия истинного взросления. В этом замкнутом круге становится ясно, что атеизм – самая легкая и стойкая форма нигилизма. Это, наверное, плохо, но форма проверенная и выдержанная, именно потому приемлемая. Просто я что-то слышал про твои мысли. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. В отчасти это во мне тоже имеется. И, видимо, в каждом, ведь я современный представитель социума, а значит социум болен. Иногда представляю Мэри Поппинс сейчас. Теперь она Мария Попова. Курит трубку, пахнет паленым коньяком и берет подороже. А в сегодняшней мимолетной фантазии, даже не знаю, как так получилось, на кухне она сбивала сливки для торта, который сама собиралась съесть, ведь за фигуру больше не переживает. А в соседнем доме 12-летняя Варвара, со своим 25-летним парнем становилась женщиной.
И лишь ветки тополя вместо аплодисментов немного распыляли тусклый луч фонаря. А где-то же сейчас действительно хорошо, без слякоти, заботы или скуки, где не падают за шиворот капель холодные куски. Я знаю, это в постели, когда твой запах и простыней порошок смешивается, когда объятия становятся настолько узки, что не пролезет сквозь них даже слово. Для нас это далеко уже не ново. Сейчас же в окне недострой, под подъездом машины жрут тишину сигналя. День по всем прогнозам злой. В руках календаря он превращается в переходящее знамя, скрывает в потемках улицу, прячет в коварстве ночи сирены. И завтра вместо ожидаемой в реальности зелени во сне нам едва послышится запах цветущей сирени. Гоу-гоу танцовщица в окружении площади извивалась, обнявшись с колонкой. Слюнявили пару мужчин и один, возможно, с ломкой. Я стоял на остановке. Ко мне подъезжала маршрутка, забитая давкой, бранью, а кто-то смеялся над отвратительной шуткой. Дорога в 30 с лишним минут в окружении тусклых глаз. Кому-то нужно было нажраться, а водитель нехотя ногою поддавливал газ. Отбиваясь от голосов, я вспомнил, что отец учил меня делить все услышанное на 3, брать якобы себе со скидкой. Потом додумал, существование конвейерный трип. Проезжая по дороге где-нибудь Герду увидев, предложи ей пару оргий фильма «Порногиде». Она, скорее всего, будет стесняться, но это в сущности ее проблемы. В этот момент не забудьте упомянуть про танцы, что вы едете на тусовку геев. Может, Герда пойдет на попятную. Скажи, что она очень красива, что у тебя есть конфеты мятные, ничем не примечательная ксива. Не забудь заказать номер в отеле, прихвати вместе с собой полотенце. Пошепчи что-нибудь ей о теле, о ее прекрасном тельце. Когда приедете на место вы, и она поймет о подвохе, успокой красивым видом мостовых и не менее красивым вдохом. Брось ее на кровать на интимность намекая, сделай гениальный комплимент о бикини-зоне, заставь Герду забыть о каком-то там Кае, рассказывая пятнице, что доедает последнего Робинзона. Она добровольно залезла в автобус, как в камеру, только мне нужно было возвращаться обратно. На время у меня появилось одно правило – чувствовать себя больным в одиночной палате. Но время затягивается. Время шнурки на ботинках обстоятельств. Есть вероятность, что умирающий кит может стать моим лучшим приятелем. Я теперь почти что творец всего сущего. Могу представлять все, что угодно. Рассказать, как гладил и обнимал монашку сущую, или платил барыге за окончание года. Как приводит к взрыву столкновения гениталий, как по щекам луч солнца каплями стекал. Но пока ее не было, лишь сугробы таяли. А я думал о ее образе и пересчитывал шрамы стекла. И последний. Это не вопли во время драки. Не думай, что все так просто. По сравнению с этим кракен пустяк блошиного роста. Это чувствуешь любую погоду. Я даю тебе это, чтобы согреться. Воспользуйся этим, хотя бы по ходу. Это строчки, что застряли в углу сердца. Спасибо.